На плановый осмотр сегодня пришла Хава Бекмурзиева. Проблемы с артериальным давлением начались у нее после ковида. В списке симптомов – головокружение, шум в ушах, учащенное сердцебиение. Врач-кардиолог измеряет давление. Цифры на порядок выше нормы 130/80. Голова не болит, наверное? Голова не болит. Но вот я заметила, после кокарбоксилазы, я делаю кокарбоксилазу по назначению гастроэнтеролога. Вот седьмой день, вот 8-й день сегодня у меня начало какие-то изменения пошли после укола. Начинает немножко штормить на фоне этого препарата. Женщине советуют принимать прописанные препараты не только вечером, но и утром. После правильного же приема медикаментов Хава пройдет повторное обследование. Врач-терапевт Зарема Хашагульгова отмечает, что после коронавирусной эпидемии все больше людей сталкиваются с гипертонией. Повлияло на свертываемость крови. Вот после ковида у всех там несколько раз даже перепроверять приходилось, когда болели и после болезни. Именно килограмм надо было проверять. И на давление тоже повлияло за счет этого. И стресс, стресс, вот это все вместе повлияло. За 3 дня акции, которая посвящена неделе профилактики артериального давления, в Карабулакской больнице осмотрели 67 человек. В течение этой недели мы во время проведения акции мы выявили также 2 пациентов с ишемической болезнью сердца, которые мы взяли на доучет. Они будут дообследованы и направлены на проведение коронарангиографии, по результатам которой они будут направлены в дальнейшем либо на стентирование, либо на шунтирование при необходимости. Акция проходит и в кардиодиспансере. На прием пришла Зинаида Яндиева. Говорит, проблемы с давлением у нее были всегда. Женщина старается придерживаться правильного питания, сидит на диете, но это получается не всегда. Давление поднимается в том числе и на фоне стресса, как и в случае Хавы Бекмурзиевой. Проблема в неправильном приеме лекарств. 140/90. Ну, я шла за 120. Это мы ухаживаем Ирин? Нет. А нужно принимать регулярно даже? 140/90. Да. Значит, и нижняя высокая. Давайте их будем сейчас. Артериальная гипертония – состояние, при котором давление в кровеносных сосудах превышает нормальные показатели. Согласно статистике за прошлый год в республике этой болезнью страдает более 32 тысяч человек. Она является фактором дальнейшего развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как отмечает врач-кардиолог Хади Виджиева, при соблюдении определенных рекомендаций возможно эффективное лечение болезни. Первичная профилактика, она включает в себя полное изменение образа жизни. То есть это нормализация функции центральной нервной системы, так как стрессовые ситуации, психоэмоциональное напряжение тоже способствуют развитию артериальной гипертонии. Четкий распорядок дня, нормализация сна, физические нагрузки, то есть ходьба, прогулки пешие тоже приветствуются. Уменьшение потребления поваренной соли, животных жиров, легкоусвояемых углеводов, фастфудов, газировок, энергетиков тоже нужно ограничивать. По данным Минздрава на 2023 год число россиян с повышенным артериальным давлением приблизилось к 50 миллионам человек. Это примерно треть жителей страны. Согласно ВОЗ, каждый час гипертония уносит жизни более 1000 человек. Большинство этих случаев смерти вызваны высоким артериальным давлением. Это распространенное и опасное для жизни заболевание, приводит к инсультам, инфарктам, развитию сердечной недостаточности. Профилактика, своевременное выявление и эффективное лечение гипертонии предотвращают развитие последующих рисков. Амина Зязикова, Далила Вильхиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.